Арда, здравствуйте. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о так называемом черкесском вопросе. Я думаю, что это понятие довольно широкое, но как вам кажется, в историческом контексте, что это вообще значит? Вот какие у него исторические предпосылки? Ну, конечно, вот такое название «Черкесский вопрос», мне кажется, это приобрело во время перестройки, когда очень многие подспудно существующие проблемы стали артикулироваться, и, естественно, проблемы и боль черкесского народа, связанные с результатами Кавказской войны, стали так или иначе включаться в политическую жизнь, которая очень оживилась в то время. Конечно, этот вопрос связан с Кавказской войной прежде всего, и можно назвать несколько пунктов, да, что можно включить в этот черкесский вопрос. Первое – это все-таки вопрос признания геноцида, который был осуществлен во время Кавказской войны, признание официальное, так сказать, Российской Федерации. Дело в том, что, во-первых, некоторые страны признали, сами республики уже после развала Советского Союза, они поднимали этот вопрос, и Кабардино-Балкария в 1992 году первый раз озвучено было в постановлении Кабардинского парламента, насколько я помню. Адыгея в 1994 году президент Адыгеи обратился, и Хасы обратились к руководству России с предложением дать оценку Кавказской войне, ее итогам, и геноциду и так далее. Но на государственном уровне все-таки это не было сделано. И вот этот вопрос остается очень серьезным, болезненным. Фактически речь идет об оценке исторических событий. Понятно, что некоторые подобного рода решения ведут к очень серьезным обязательствам, и в том числе экономического, социального характера. Но мне кажется, в данном случае, поскольку Российская Федерация не является правопреемницей Российской империи, да, она является правопреемницей Советского Союза, там тоже много было проблем, за которые она не берет на себя ответственность. Но мне кажется, отвечать вот так юридически, да, экономически за результаты Кавказской войны, мне кажется, здесь нет таких оснований, хотя некоторые политологи, они об этом факторе тоже говорят, что это невозможно сейчас и так далее. Этот вопрос остается достаточно болезненным не только для черкесов на исторической родине, но и для многочисленных организаций в диаспоре. Второй вопрос, он связан с такими идеями объединения различных групп черкесского этноса в единую нацию. И иногда озвучиваются идеи создания такого общего субъекта Российской Федерации, куда вошли бы Кабардино-Балкария, вернее, та часть, заселенная адыгами, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, какие-то кусочки Краснодарского края. То есть, во всяком случае, это теоретически обсуждается, и тоже я бы назвала частью черкесского вопроса. Третий аспект – это все вопросы, связанные с репатриацией, с тем, что черкесские активисты, они ставят вопрос о необходимости упрощения самой процедуры возвращения. Вы имеете в виду возвращение на историческую? На историческую родину потомков изгнанников XIX века. Они ставят вопрос о необходимости упрощенной процедуры получения вида на жительство и гражданства, вопросы облегчения, адаптации людей в этом новом для них исторически это родина, но и языковые проблемы, и социальные проблемы и так далее есть, поэтому без государственного подхода, конечно, серьезный такой процесс возвращения не организовать. Надо сказать, что на уровне республиканских правительств были приняты некоторые решения, которые облегчают эту процедуру. И в
нет, в Кабардино-Балкарии, в Адыгее, кажется. Но эти решения тоже подверглись критике, ну, со стороны некоторых политиков, поскольку они идут вразрез с федеральными законами. То есть эта проблема тоже существует до сих пор. Более локального уровня, ну, как бы второго как бы по масштабу уровня этих вопросов можно отнести вопрос, вот, связанный с проведением Олимпийских игр. Это тоже вот в свое время вызвало очень такое обострение так называемого черкесского вопроса в связи с тем, что для многих адыгов проведение такого, можно сказать, праздника На Красной Поляне. да, международного планетарного уровня на землях, окропленных кровью и так далее, недопустимо. И были очень серьезные протесты, публикации и так далее. Особенно это, конечно, касается организаций в диаспоре, но некоторые молодежные, в частности, организации на Северном Кавказе тоже поддерживали такой подход. И на самом деле были очень серьезные опасения у федеральных властей, что могут быть какие-то эксцессы и так далее. Многие ученые, политологи, они предлагали, кстати, представители Северного Кавказа предлагали, чтобы вот церемонии открытия и закрытия, и какие-то аспекты проведения, культурные аспекты проведения Олимпиады больше бы включали как бы компонент, вот, который отражал бы историю этой земли и культуру и так далее. Ну, мы знаем, что назвали один из дворцов ледовых, кажется, Фишт по названию горы в Адыгее. Это многих как-то очень удовлетворило, но все равно были такие переживания очень серьезные, связанные с Олимпийскими играми. На мой взгляд, конечно, это вообще как бы зимняя Олимпиада в субтропиках. Это такая идея очень оригинальная. И учитывая, что это еще вызвало такое волнение среди народа России, вызывает все это вопросы. Но все это уже как бы произошло, слава богу, без эксцессов и так далее. Еще какой такой вопрос возникал вот, в связи с возвращением, связан с войной в Сирии. Тогда черкесские организации тоже выступали с требованиями организовать такое массовое возвращение, потому что в Сирии много очень потомков черкесских махаджиров, которые, в принципе, выражали желание вернуться на историческую родину. Но вот в массовом порядке это тоже не получилось. Понятно, что это сложный, конечно, процесс и так далее. Арда, вот сейчас все эти интервью мы записываем в преддверии 30-летия Победы и пытаемся поднять некоторые важные темы, которые, по сути, не теряют своей актуальности, вот в том числе и эта тема тоже. Но и поэтому все-таки очень такой завышенный, скажем так, интерес к событиям 30-летней давности. И как вам кажется, вот учитывая и то, что было в Ельцинской России, и то, что случилось у нас, когда началась война, и на второй день пришли люди с Северного Кавказа. Вот что значил черкесский вопрос вот в то время, как вам кажется? Вот на какой, скажем так, стадии своего существования он находился? Что происходило? Вы знаете, что касается ощущения родства между абхазами и адыгами Северного Кавказа, то несмотря на то, что, в общем-то, народы, я не знаю, наверное, десятки тысяч лет назад разошли на научной такой основе, лингвистической реконструкцию праязыков, и вот там, допустим, хатского, кажется, и так далее, он звучит, я вам как бы рекомендую тоже послушать. Очень интересно, прямо вот слышишь сочетание звуков адыгский, абхазский и так далее. И очень легко поверить, что это такой праязык на наших общих наших языков впоследствии. Но что я хочу сказать, несмотря на то, что это давно так разошлось, не разошлись народы, несмотря на то, что были разные, так сказать, страницы истории, и набеги были бесконечные там в одну и в другую сторону, все это мы это знаем, ощущение родства, оно осталось чрезвычайно сильным.
Я вот помню моего отца, который просто с особым благоговением говорил о близости с кабардинской культурой, как он относился к своим друзьям на Северном Кавказе и Мериту. Многократно. У него очень много там друзей. Я просто, когда перечитываю письма, очень трогательные. Вот, и ученые Меритуков, и Калоев, и ну, осетины тоже. Это не адыги, но тоже Северный Кавказ, и Налоев и так далее, очень много. Особое какое-то было вот такое братство, я бы сказала, врожденное. И знаете что, несмотря на то, что, мне кажется, вот, наверное, во времена Сталина все это не случайно, так создавали республики, да, объединяя разные по этническому происхождению народы в одну республику. Карачаево, Черкесия, Кабардино-Балкария, это все не случайно было. Но и то, что так сложно было попасть из Абхазии на Северный Кавказ, то, что с какими-то пересадками и так далее, всегда это представляло проблему. Это тоже, наверное, было не случайно. То есть какое-то создание искусственных преград. Искусственных преград, я в этом абсолютно уверена. Вот. Но эти искусственные преграды не помешали нашим вот, северокавказским братьям. Буквально, вот это просто потрясающий факт. В Адыгее фонд помощи Абхазии был создан в первый же день. Да, То есть войны, 14, то есть там не пришлось им обдумывать что-то, а в первый же день войны. И из Кабарды тоже в первый же день войны пошли ребята через Северный Кавказ. И почему, когда наша организация, кстати, Центр гуманитарных программ, были инициаторами учреждения вот этого праздничного дня, Дня добровольца. И, что вы, я не знала. да, ну, и недаром выбрали именно 15-е, потому что 15 августа 1992 года первые добровольцы уже пришли пересекли хребет. То есть это значит, люди просто буквально в первую же минуту пошли сюда. Вот, Арда, как вам кажется, вот этот феномен, что они пришли сюда на второй день, неужели он связан только с тем, что, несмотря на искусственные преграды, на разъединение временем, они чувствовали родство? Может быть, там было еще что-то, как вам кажется? Конечно, конечно. Надо сказать, что вот эта трагическая история войны Кавказской, да, она была в то же время и временем поиска путей выхода, поиска консолидации с народами. Вот вы знаете, что обращались в европейские страны, которые сыграли очень, как бы это сказать, провокационную роль в XIX веке, борясь с Россией за влияние на Кавказе и вообще в ареале Черного моря. Великобритания там и другие страны, они использовали часто кавказский вопрос просто для своего, в своих интересах. И иногда возникали надежды у народов, которые боролись с Российской империей, возникали надежды, что у них будет поддержка, они могут создать свое государство, они должны искать своих союзников и так далее. И именно во время Кавказской войны возникла идея черкесского государства. Тогда возник вот этот парламент, да, Меджлис тогда, куда входили представители практически всех этносов, этнических групп, адыгских, абхазы играли довольно активную роль в этом. Почему я понимаю, что они играли довольно активную роль? Потому что известны два письма участников как бы Кавказской войны с просьбой о помощи королеве Виктории. И один был абхаз, один был черкес. И они там все время, вот очень интересно, что они говорили черкесский, абхазский народ, иногда мы черкесы. То есть вот это ощущение идентичности, оно, конечно, было очень таким не размытым несколько. И это, кстати сказать, для абхазской историографии огромную проблему представляет, потому что в очень многих материалах, источниках, записках путешественников и так далее абхазы описываются как черкесы, называются как черкесы и так далее. Создают новые проблемы, но о них мы сегодня не будем говорить. Вот. Но что я хочу сказать, вот эта идея своего государства, она, возникнув, уже не исчезала, и надо сказать, что несколько попыток создать вот такую горскую республику
они вот пришлись на начало 20 века, в 17-м, 18 году, 21-м, даже 24-м уже в составе РСФСР и так далее. Были вот эти проекты даже реализованы юридически, просто они все оказались недолговечными. И практически в большинстве из них Абхазия была частью этих горских республик. И когда я читаю вот выступления наших делегатов на общих съездах, ну вот без слез это невозможно, с такими надеждами и так далее, именно на вот это братство, на общность интересов, была такая ориентация и надежда, как многие вопросы, связанные с результатами, трагическими результатами Кавказской войны, была надежда решить с помощью вот такого объединения и так далее. И я думаю, что вот эти тенденции, они сыграли, они долгое время были как бы в таком латентном состоянии. Их как бы придерживал Советский Союз. Придерживал Советский Союз, и действительно не было таких вот нашествий там на Абхазию или на Северный Кавказ. А когда Грузия совершила агрессию, то это тут же сработало. Тут же сработало, потому что для истории там 70 лет – это не небольшой период, и люди об этом помнят. Я еще хотела сказать, вот вы спросили о ельцинских временах, Да. я хотела сказать, что в этот период были очень, мне кажется, конструктивные такие тенденции в отношении решения черкесского вопроса. Во всяком случае, подход новый предложил Ельцин. Он его озвучил, конечно, ему советовали, я думаю, ученые, я думаю, что там, возможно, не знаю, сейчас не могу точно сказать, кто именно подготавливал, но его выступление в день 130-летия окончания Кавказской войны с, по крайней мере, публичным признанием геноцида, с тем, что необходимо вместе работать над преодолением последствий этой войны, которые были очень серьезными, которые до сих пор ощущаются, поскольку народ фактически разделенный и так далее. К сожалению, вот эти тенденции, хотя надежда тогда была у очень многих, когда услышали его слова, она не реализовалась впоследствии. Но победил какой-то иной подход. Вот. Но я думаю, что ничего не утеряно, и вот такое, в принципе, конструктивное сотрудничество, я думаю, и Абхазия тоже, по крайней мере, допустим, в отношении Олимпиады Абхазия сыграла такую очень умиротворяющую и конструктивную роль и в беседах с представителями диаспоры и так далее. Вот. Так что я думаю, что эти вопросы, их просто замалчивать, ну, можно, но они все равно возникнут. Если есть желание их решить, то необходимо их открыто обсуждать. Мне кажется, главная проблема – это объективная оценка Кавказской войны. Это понятно, что войны заканчиваются, и иногда через 10 лет уже народы, так сказать, начинают взаимодействовать, забывают о каких-то взаимных обидах и так далее. Но Кавказская война не была обычной войной. Методы, которыми она велась, они даже в то время осуждались самими россиянами и представителями других стран и так далее. То есть эти методы, они действительно были методами геноцида, когда сами представители российской армии говорили о том, что мы зачищаем, мы, так сказать, больше половины уничтожаем, с тем, чтобы вторая половина уже никаким образом не могла никаких вопросов ставить и так далее. Очень жестокие были методы войны. И от того, что нынешние ученые и политики признают это, опираясь именно на российские документы, я думаю, что это создаст такую твердую основу для построения таких отношений уже более доверительных, когда вместе можно будет обсуждать любые проблемы, а не замалчивать или там чего-то опасаться. Я хочу теперь коснуться немного уже более во временных рамках, Да. более близкого Да. к нам времени, того, что сейчас происходит. Вот в частности в Грузии Да. очень, скажем так, стала актуальной эта тема. Я даже знаю, что там созданы центры по изучению черкесского вопроса, по признанию геноцида. То есть Да. и вообще сложилась такая ситуация, что вот вроде бы до нашей войны, я имею в виду Отечественной войны народа Абхазии, до 92 года, вроде бы была вот эта конфедерация
ассимиляция, да, народов, было такое объединение, как-то после войны и сразу, и во время, и после войны мы как-то чувствовали себя очень едиными. Сейчас вроде бы Грузия, как это, наверное, это грубо звучит, но перетаскивает на себя одеяло и пытается сосредоточиться вот этот центр проблематики, как будто бы там. Вот вам так не кажется? И вообще с чем это связано? Ну, Грузия, конечно, использует любой, особенно во времена Саакашвили, любую возможность усилить такие антироссийские настроения на Кавказе и так далее. И, конечно, они очень следили за развитием черкесского движения национального и за тем, как актуализируется черкесский вопрос и так далее. Они установили новые контакты, они, кстати сказать, очень активно действовали. Канал был специально ориентированный на Северный Кавказ. Грузинский парламент признал геноцид черкесов, то, что очень волнует адыгов и так далее. Это, естественно, вызвало ответную такую реакцию, более доверительную, больше контактов стало возникать и так далее. Конечно, абхазам надо, так сказать, отслеживать эти процессы, но я не считаю, что на наши взаимоотношения с нашими братьями-адыгами должно влиять то, как грузины с ними устанавливают отношения. У нас это константа, это постоянство. И здесь нужно понимать, что какие-то интересы меняются у людей. Вы знаете, мне иногда было очень странно слышать у некоторых представителей абхазской общественности, чьи родственники лечились в Грузии неоднократно, упреки в адрес, так сказать, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, Северного Кавказа, которые там где-то выступили или имеют какие-то контакты. Знаете, у нас как бы и товары грузинские можно здесь увидеть, и много чего другого, не буду сейчас об этом говорить. Но мы позволяем себе иногда очень неуважительно высказываться в отношении героев Абхазии, которые в самый острый, самый тяжелый момент, когда никто не знал, чем это закончится, когда люди готовы были, и они жертвовали своими жизнями. А могли бы отсидеться, да? Конечно, конечно, да. То есть я считаю, что с нашей точки зрения осуждать какие-то действия, которые, так сказать, не направлены непосредственно антиабхазски, я думаю, что это неправильно с нашей стороны. Мы должны помнить о нашем родстве, мы должны укреплять наши взаимосвязи, мы должны развивать культурное сотрудничество. Слава Богу, я вижу, что много проектов, много приезжают коллективов сюда, и наши коллективы музыкальные, театральные ездят на Северный Кавказ. Это очень хорошо. И мне кажется, что просто то, что, допустим, сделала Грузия, да, допустим, вот этот канал, но мы этого не сделали. Почему? В принципе, наверное, надо было бы, да, иметь какой-то информационный канал, именно который бы насыщался бы информацией, связанной с нашим историческим прошлым, с нашими проблемами и сегодняшними какими-то планами. Я думаю, это было бы очень интересно. Материала на самом деле очень много. Действительно, много чего меняется. Мы не можем ограничивать интересы наших друзей только узко, так сказать, тем, что связано с Абхазией. Мы должны быть очень, как бы это сказать, в данном отношении мы должны широко смотреть на эту проблему и сохранять главное наше вот братство и доверие, и понимание иногда в тех даже моментах, которые нам не очень приятно бывают. Арда, большое спасибо вам, что вы ответили на наш вопрос.